Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 23 по 29 марта 2020 года для стрельцов. Будем смотреть прогноз на колодах метафорической, цыганской и Таро. Так, сначала основные события смотрим по Таро. Карта недели. Замечательная карта девятка пентаклей. Отношения, работа, финансы. Все карты тут у нас практически денежные и карты работы, да. Для дополнения достанем из цыганской колоды карты. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. Итак, основная карта этой недели для стрельцов девятка пентаклей. Замечательная возможность для того, чтобы получить какой-то результат ваших прошлых действий. Причем вы будете очень довольны сами, и вами будут довольны окружающие, да, то есть вы как бы удовлетворите их потребности. Кроме того, вы обретете уважение, возможность для дальнейшего роста, для того, чтобы что-то возобновить, либо начать какой-то, может быть, новый проект в своей жизни. Также карта говорит о том, что ваша собственная самооценка повышается тоже на этой неделе. И это не просто так. Вы старались, вы вложились, именно поэтому так все происходит. Девятка пентаклей, она связана астрологически с Венерой в Козероге. То есть Козерог – работа, да, когда мы берем на себя ответственность, когда мы очень серьезно относимся к делу. И Венера – это деньги, это благо, это самооценка. Здесь вот как раз вот происходит результат, да, то есть то, что мы вложили, мы получили. Все справедливо. Для отношений выпадает паж пентаклей. Карта говорит о том, что, скорее всего, в отношениях нужно будет заботиться о близких, заботиться о детях, заботиться о партнере. И вот эта карта, она выходит, ну, как бы, этот смысл выходит на первый план. Кроме того, эта карта еще и денег. Может быть, будет не так много денег, и будете заняты вопросами, допустим, как найти их больше, да, вот, допустим, у вас карта недели девятка пентаклей, здесь у вас достаточно денег, а в отношениях мало денег. То есть, может быть, вам потребуются деньги на какие-то крупные приобретения, может быть, вам потребуются деньги там для обучения или еще для чего-то важного, да. Вот, а на семью там, допустим, остается не так много, либо потребуются расходы на детей какие-то, ну, довольно-таки приличные, и поэтому вот будет стоять этот вопрос. Кроме того, эта карта у нас говорит о том, что нужно заботиться о здоровье, о стабильности, о спокойствии таком внутреннем, да, то есть очень важно, чтобы все в вашей семье оставались вот такими стабильными, спокойными, тогда не будет страдать здоровье. Для тех, кто ищет партнера, кто еще не в паре, четверка трефовая выпадает. Карта говорит о том, что пока что нет возможности встретиться с нужным вам человеком, но зато есть возможность начать как-то помогать людям, да, и вот, видимо, здесь вопрос, связанный, как бы слово тут правильное подобрать. Ну, я бы не сказала, что это прям благотворительность, да, но вот такое ощущение, что, помогая другим людям, вы можете каким-то образом изменить ситуацию вот со своим одиночеством. То ли вы можете встретить нужного человека, когда будете кому-то помогать, то ли просто судьба вам даст какую-то удачу, бонус за то, что вы будете вот оказывать какую-то помощь. Это не обязательно денежная, нет, может быть, просто кому-то нужна помощь, и вот тут вы пригодитесь. Кстати, уход за детьми тут может быть тоже.
либо помощь там по соседству, допустим. Ну, это уже вы сами решите, вам виднее ваша ситуация, вам подскажет. Для тех, кто в паре, дама червовая в дополнение выпадает, она говорит о том, что, может быть, нужно будет организовать какую-то поездку, либо всей семьей с детьми, да, либо, может быть, один из вашей семьи кто-то будет уезжать, и нужно будет этим вопросом заниматься. Либо здесь могут быть просто какие-то перемены в доме, в семье, может быть, связаны с детьми ну, где-то школьного вот так возраста, ну, максимум там студенческого возраста, да. Вот здесь, может быть, тоже у них какие-то перемены будут, и это будет отражаться на ваших отношениях, взаимоотношениях в семье, на вашей личной жизни. Кроме того, вот эта карта, дама червовая, она очень хорошая для того, чтобы все менялось к лучшему. Если надо помириться, замечательная возможность. Нужно там решить любой вопрос, связанный со взаимоотношениями, тоже замечательная возможность. То есть очень прям тут сильно идет улучшение в плане личном. Для тех, кто в ссоре, четверка червовая говорит о том, что нужно пока что, ну, как бы быть рядом, да, ну, стараться быть в поле зрения, но, скорее всего, на этой неделе еще пока что вопрос примирения не решится. Но как-то очень близко вы можете к этому подойти. И опять же, тема помощи встает. Если вы можете в чем-то помочь своему партнеру, с которым вы в ссоре, это может вас со временем вот примирить. Для работы выпадает у нас дама пентаклей. Карта очень хорошая в том плане, что вы можете очень хорошо заработать, да, получить прибыль какую-то, получить повышение, какое-то устойчивое положение занять в той компании, в которой вы работаете, в которой вы занимаетесь своей деятельностью. Очень хорошее, стабильное такое положение и в плане финансов, и в плане должности, и в плане уважения к вам, да, то есть очень хорошая здесь спокойная такая позиция. Для тех, кто в поиске работы дополнительно выпадает король пиковый, карта говорит о том, что может быть предложена как раз вот такая должность довольно-таки высокая, скорее всего управляющая, да, которая дает вам власть какую-то. Эта карта говорит о том, что может быть и очень хороший доход, то есть зарплата, да, оплата труда. И может быть, кстати, дальнейшее повышение тоже по этой должности. Для тех, кто работает, карта говорит о том, что может быть какое-то неожиданное увеличение зарплаты или, может быть, какая-то премия довольно-таки хорошая, либо, может быть, будут даны дни для того, чтобы просто отдохнуть, побыть дома, да, и они, скорее всего, либо оплачены будут, да, либо вот что-то, в общем, такое приятное, как подарок у вас здесь будет. Или, может быть, знаете, это будет предложение о новой должности, о повышении, такое, какого вы даже не ожидали, которое позволит вам раскрыться в этой сфере деятельности, какую-то свободу вам даст в плане принятия решений, да. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что будет очень удачный момент для того, чтобы научиться чему-то новому, для того, чтобы открыть какое-то новое направление, новое дело, получить нового партнера. Но здесь вот нужно быть, во-первых, очень искренним, открытым. Если вы хотите подписать какой-то договор с человеком, который уже многого достиг в жизни, да, нужно быть очень искренним, ни в коем случае не приукрашивать ничего. А с другой стороны, вот мы здесь можем как-то некомпетентность свою как-то проявить, а нам нужно быть очень... очень хорошо разбираться в том деле, за которое мы беремся. Поэтому нам нужны либо люди, которые нас будут в этом вопросе поддерживать, да, курировать, советовать, либо нужно будет учиться самим. Но в любом случае здесь вот нужно вот эту преграду преодолеть. Нужно обязательно разбираться в том, чем вы будете заниматься на этой неделе. И это либо с помощью других людей, либо самим разбираться, тут уже решайте сами. А также очень хорошее направление
которая будет прям действительно денежный поток давать, это направление, связанное с детьми, с воспитанием детей, обучением и с одеждой для детей и так далее, и так далее. То есть все, что связано с детьми. Финансы. В финансах у стрельцов выпадает десятка жезлов. Карта говорит о том, что, скорее всего, доводите какие-то дела до конца, и это нелегко дается, возможно, перегрузки. И для тех, кто работает, у кого зарплата, да, вот можно вполне здесь дополнительных обязанностей на себя набрать. Но самое главное тут рассчитать, действительно сможете ли вы, справитесь ли, да, чтобы вот финансы у вас появились, да, вы можете просто силы свои не рассчитать, вы можете слишком много на себя набрать. Может быть, даже придется за кого-то чью-то работу выполнять. Но, конечно же, вы получите результат хороший, но лишь бы это было не постоянно, лишь бы это вот временно, быстро как-то закончилась такая работа тяжелая для вас, да. Для тех, кто своим делом зарабатывает, девятка червовая говорит о том, что, скорее всего, будут какие-то важные новости приходить, какие-то новые люди, новые связи, новые возможности, которые вам добавят, конечно, сложности, потому что вы уже наверняка загружены, да, хорошо, а тут еще придется добавить себе каких-то обязанностей. Но так как здесь у нас уже цель близка, да, можно постараться пренебречь вот этими трудностями, да, постараться все-таки все решить, и тогда действительно вы можете получить очень хорошую сумму денег. Либо единоразово, да, вот как за какой-то проект, либо вы можете просто получить для себя финансовый поток, который будет постоянно приносить вам деньги. То есть вот на этой неделе нужно будет очень постараться вложиться. Если чему-то надо научиться, значит, нужно научиться, договориться, может быть, с кем-то, новые связи, новые возможности, новые клиенты. Это все, конечно, нужно организовать на этой неделе, потому что, видимо, важное время пришло для этого. Так, посмотрим совет на неделю для стрельцов. Пришло время доставать все то забытое, да, чем когда-то пользовались. Может быть, это какие-то ваши прошлые источники дохода. Может быть, это деятельность, которой в прошлом занимались. Может быть, это люди, с которыми когда-то общались, имели общие дела. Да? Пришло время обратиться к прошлому. Это одна сторона совета. Другой совет. Карта говорит о том, что нужно обязательно разобраться в том, что вам пригождается сейчас в жизни, а что мешает. И если что-то мешает, это могут быть действительно какие-то вещи в доме, да, это может быть неубранная, допустим, квартира, дом, это могут быть люди, которые забирают вашу энергию. Это может быть все, что угодно, что вам сейчас не служит, не мешает. Так вот, вернее, мешает. Так эта карта говорит о том, что пришло время для того, чтобы расчистить пространство свое, убрать то, что не нужно, оставить только то, чем вы пользуетесь, только то, что пригодится в будущем. И, конечно же, здесь нужно обязательно очень разумно подходить к этому вопросу, да. Если действительно что-то может еще пригодиться, не нужно от этого избавляться. Но если есть то, что забирает вашу энергию, то, что занимает ваше время, допустим, да, то лучше, конечно, с этим попрощаться. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы все только самое лучшее сбывалось для вас. Всего вам доброго, до новых встреч.